Добрый вечер, хайрлах шамлар, среда, мазмазлар, в студии имени Джипар. Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость Диляра Якубова, которая является директором этнографического центра Одун Базара и председателем этнографической ассоциации. Одун Базар Капусы. Одун Базар Капусы и председатель этнографической ассоциации, которая объединяет подобного рода центры, да, вот как ваш, или все-таки ваш уникальный? Она, наверное, определенным образом объединяет ательеров, рестораторов, творческих людей. Слогом ассоциации является «В гостях у крымских татар». Да. Что могут предложить крымские татары гостям? Крымские татары могут предложить достаточно много. Свою культуру, свое миропонимание, себя самих, да, как продукт вот этой земли. Что уже сделала ассоциация? Ассоциация создала вот этот тур в гостях у крымских татар, который сегодня объединяет два города, Бахчисарай и Евпаторию, или Кезлев, если быть более точными, и предложила побывать в этой культуре, побывав в гостях у крымских татар, в мини-отеле, поесть крымско-татарскую кухню, увидеть Бахчисарай во всей его красе, ибо это была столица Крымского ханства, и в ней и татарского очень много. Бытует мнение, что сервис в Крыму достаточно низкий, туристический. Касается ли это крымско-татарского туристического продукта? Да, к сожалению, да. То есть крымско-татарский туристический продукт тоже некачественный? Вы знаете, как и во всем остальном, есть и качественные, и некачественные. И все спектры, которые существуют по этому поводу в Крыму, в туризме, они отображены и у крымских татар. Но нужно сказать, что стартовый капитал был ниже, и это формировало, может быть, еще и некое отставание. Было, может быть, я надеюсь, больше любви, но меньше денег, чтобы стартовать. Кстати, о капитале здесь у нас есть вопрос. Сколько вложили в комплекс вы, Одун Базар Капусы? И вообще вот как раз тема финансов интересует. Для того, чтобы быть успешными, такими как вы, сколько нужно стартового капитала? Ну, я думаю, что когда мы стартовали, это была одна сумма. Сейчас, наверное, это уже другая сумма. Но это достаточно крупная сумма денег, потому что делать что-то сколько по-взрослому... Если продавать сегодня Одун Базар Капусы, сколько может стоить комплекс? Она точно будет стоить больше, чем в него вложили. Но я хочу сказать, что, скажем, условно, $500 тысяч было бы приблизительным. Это то, что вложили. Дело в том, что комплекс, он состоит ведь из крепостных ворот, сегодня из 3 кофеен и рестораны. Каждый из них имеет отдельную цену. То, о чем говорила я вам выше, может быть, касается самих крепостных ворот с музеем. Это самый дорогой объект? Это не самый дорогой объект. Это не самый дорогой, но он самый значимый, потому что там мы пытаемся показать, что будем показывать и далее, что это... не только музей, это не только кофейня, это не только ресторан, это центр, где можно увидеть наш этнос через еду, через чашку кофе, через макет, в котором вы видите, каким город был 300 лет тому назад, и через многие детали, и через улыбку наших девочек, которые подходят в том числе. Вообще в Кезлеве и в Евпатории удалось это сделать, на примере вашего центра, да, такую уникальность проекта. Вообще сам этот Малый Иерусалим, то, что называют, да, вот все эти восстановления маршрутов. Почему это происходит только в Кезлеве, в Евпатории? Я думаю, что здесь есть несколько факторов, один из которых это то, что была какая-то политика и было понимание, что город должен поменять свое клише, допустим, детского курорта, и было синициировано много лет тому назад крымскими татарами, я бы сказала, инициатива о том, что городу 2500 лет. Разумный совершенно городской голова, он и поддержал, и подхватил этот лозунг. И если мы в 2003 году начали восстановление крепостных ворот, в 2004 году город стал усиленно восстанавливать свою историческую часть. И тут получилась работа в унисон. Город расширял и укреплял свою историческую часть. Мы оказались волей судьбы, но до этого, в начале этого маршрута. И первые экскурсии, которые мы водили, они назвали Кезлев средневековый. Потом появился бренд Малый Иерусалим, и мы решили, что не надо ничего придумывать. И мы, собственно, его подхватили, потому что действительно в радиусе 1,5 километров 7 храмов различных конфессий.
И мы поддержали это и стали водить по Малому Иерусалиму одними из первых, да, и все остальное. Я пытаюсь Целенаправленная из вашего политика ответа сейчас города. вычленить. У вас оказался разумный городской голова. Да, совершенно верно. Чего не хватает другим То есть в других головам, городах другим не городам, разумные да? мэры. Наверное, два фактора. С одной стороны, разумный, с другой стороны, уже несколько каденций он мэр города, и вот эта преемственность, она сохраняется. То есть вектор политики городской в этом плане не меняется, и город все больше стал туристическим городом. Ну, не все больше, он наверняка останется детским курортом, но он получил оттенок еще и туристического Вот города. вычленение в такую отдельную ассоциацию именно крымско-татарского туристического бизнеса. Это путь для Крыма? То есть отдельно будет русский бизнес, который в гостях у русских будет, там, Херсонес, православный храм, или в гостях по царским тропам, или в гостях, не знаю, у греков. По Вот следам как, Екатерины. ну, вот как это будет? То есть Я это думаю, все будет размежевание такое между туристическими Я направлениями? думаю, что одно не мешает другому совершенно. Я знаю, что царская тропа сегодня существует, и в гостях у греков тоже есть. Это не желание противопоставить себя, а желание просто гармонично объединить тех людей, которые могли бы показать Крым другим и крымских татаров другим. Потому что сегодня, к сожалению, в стереотипе о том, кто такие крымские татары, в этом перечне есть очень много вещей, которые весьма обидны. С какими стереотипами вы сталкиваетесь? Я думаю, что все мы, татары, сталкиваемся с стереотипами о том, что крымские татары – это митинги, это самозахваты, это водители маршруток, это торговцы на рынке. Но очень мало в этом стереотипном ряду, что это люди, рожденные здесь, в Крыму, что это культура, что это искусство. Мы хотели бы переломить этот стереотип, показав Крым с его исконной стороны, крымских татар. Его с той стороны, каковыми Удается они переломить? являются. Удается переломить стереотип? Знаете, да, удается. Знаете почему? Есть при всем при этом какое-то удивление, а это обидно. Почему обидно? Потому что, ой, ну надо же, и такие татары. И как бы предполагают, что они должны быть другими. Какие? И татары умеют читать книжки. Да? Или Ну, как? татары и так все качественно, и так все интересно, и такие красивые лица, потому что И ищут татары умеют красиво завязывать шарфы, да? Ну, как бы. Ну, и в том числе, наверное, да. И когда смотрят, и когда видят, что это очень колоритно, это очень интересно, а мы знаем, что весь мир, собственно, интересует то, что нет у них, да. То есть, приезжая в Крым, наверняка кто-то ждет китайские сувениры, хотя их в громадном изобилии, а ждут что-то, продукт вот особенно. Этим особым продуктом являются крымские татары. Один из вопросов, насколько сложно в Крыму развивать этнотуризм? Я думаю, что это не сложнее, чем туризм вообще, но это очень важно понять нам, крымским татарам. Почему? Потому что в этно не может быть условного евроремонта. И многие считают, что вот что-то новомодное на Западе – это то, что пришло. На самом деле то, что хотим предложить мы, и то, к чему мы будем призывать. Вот мы на своем личном примере. Как комплекс – это хорошо забытое старое, но очень важное и модное сегодня. То есть какие-то естественные вещи, которые нас отличают. Соломенный дувар ястыхлар, низкие столы. Ведь это особая психология, потому что считалось, что твои помыслы должны быть ближе к Всевышнему, а еда должна занимать незначительное место. Ты должен есть просто, чтобы жить, а думать о вечности. То есть порции у вас маленькие. Я, Порции кстати, не был еще ни разу. Приезжайте. Порции как раз-таки у нас не маленькие, зачастую говорят, что они большие. Даже слышала. Да. Я была там. Да, но столики в кофейне очень высокие. И кофепитие – это некий ритуал гостеприимства был у крымских татар. Мы пытаемся его сохранить. Ходят слухи, что один из объектов комплекса ресторан «Дживаль» находится на Мезарлыхе, да, это старинное крымско-татарское кладбище. На самом деле это не совсем так, но нужно сказать, что любой город имел свои ореолы, да, и этот ореол, он, естественно, расширялся с ростом города. И, наверное, ни в одном городе, и особенно древнем городе, 2500 лет – это серьезный возраст. И очень многие дома в Евпатории сегодняшней, Прибрежной, Приморской, находятся на таких кладбищах. Но то, что оно примыкает к старым захоронениям, сам ресторан, это да, он примыкает определенным образом, и это сформировало, наверное, наше особое отношение к нему.
Какое? Мы решили, что есть какие-то вещи гораздо более важные, чем зарабатывание денег. Что о душе важно и нужно Ну, подумать. конкретно И можете сегодня сказать, это что? ресторан без спиртного, и нам все говорили, что вы совершенно ненормальный. Но не может быть успешным ресторан без спиртного. Во-первых, многие считают, что если нет спиртного, это уже не ресторан, что ошибочно. А другие считают, что отсутствие спиртного – это нарушение их личных То есть прав. ресторан без спиртного – это рентабельный бизнес? Это рентабельный, это успешный. Более того, я хочу сказать, что у нас есть 2 недели лета, когда к нам выстраивается очередь. Мы очень ею гордимся. Надо выстоять очередь, чтобы попасть к нам в ресторан. А что в эти 2 недели происходит? Или это просто пик сезона? Это просто пик сезона. Это просто пик сезона. Опять-таки от наших зрителей, телезрителей в Фейсбуке вопрос. Намерены ли вы развивать подобные этнокомплексы в других регионах Крыма? Может быть, этнокомплекса нет, но у нас достаточно серьезный опыт, и нужно сказать, что мы не пропускаем ни одного обучающего семинара, будь то Симферополь, Киев, Харьков и так далее, именно в том, чем мы занимаемся. Мы не были рестораторами, у нас даже написана книга небольшая, как за 5 дней стать официантом ресторана «Джеваль», хотя за 5 дней официантом не станешь, ну какие-то вот этапы прописаны. Я думаю, что, возможно, мы можем разглядывать вероятность какой-то свой опыт расширять внутри Крыма. Вы можете… Ага. Со следующего года вы еще и ательеры, да? Да. То есть Алла. вы где этому, на что ориентируетесь, где учились этому? Или это будет опять-таки что-то, свой путь в отельном бизнесе? Мы учились этому в своих корнях. Мы просто учились гостеприимству, а сейчас оттачиваем это гостеприимство, свойственное совершенно нам, всем крымским татарам, ибо чистоплотность, доброжелательность. Вы знаете, у нас у татар есть такая пословица, да, и вам она, наверное, знакома. Ашенберме хашенбер, да, подай бровь, не подавай еду. И вот это вот условное отношение к тому, что ты должен подать свою улыбку, оно будет формировать все, чем мы занимаемся, и отель в том числе. Безусловно, совершенно мы очень серьезно сейчас занимаемся тем, как быть успешными в отельном бизнесе и как начинить вот этот отель и сделать его этно-отелем. Или отель-бутик, можно любой назвать. Но вы не ответили, кроме Кизлева и Евпатории, будут ли в других регионах Крыма ваше заведение? Это зависит от наших финансовых возможностей. Планы есть такие? Я думаю, что да. Где? Очень сложно ответить, потому что эти планы не среднесрочные, и это зависит и от экономической ситуации в Украине в том числе. Ну вот нам, опять-таки, в продолжение приводит пример Львов, где пытаются прикрыть Крыивку и другие заведения сети, естественно, под якобы объяснимым предлогом, но меж строк читается наезд на украинское. Допускает ли Диляра Ханум подобный сценарий развития событий для крымско-татарских В этнокомплексов? случае, если придет, например, другой неразумный мэр, Я предположим. думаю, что нет. Я думаю, что, в общем, разум возобладает, и мэр может быть не только одного города. И если разумно смотреть на Крым, и на его развитие, и на его экономическую успешность, то нужно пытаться заниматься этнотуризмом прежде всего хотя бы потому, чтобы расширить рамки сезона. Ведь пляж и море, оно всего лишь 2-3 месяца. Хотят ли другие развивать виды этнотуризм туризма- крымско-татарские представители других национальностей? Я думаю, что да. Тому, наверное, пример ресторан «Старый Крым» по дороге в Ялту. Ведь хозяин его вовсе не крымский татарин, но тематика крымско-татарская очень ярко представлена. Я тоже, даже более того, хотела бы призвать крымских татар этим заниматься, ибо когда ты живешь в этой культуре, у тебя это должно получаться успешнее. Только для этого надо, ну, как мне кажется, у нас нет каких-то секретов успеха. Наверное, у нас есть свои ошибки, но мне кажется, что несколько факторов сочетать: искреннюю любовь, деньги и вкус. Вы, наверное, уже можете похвастаться и международным прорывом, потому что вы неоднократно участвовали в различных международных выставках. Это и Польша, и Франция, если я не ошибаюсь. Да? С чем вы ездите туда, за кордон? На выставках не были, но была на форумах. Вот недавно, буквально 2 недели тому назад, я приехала из Варшавы. Это был женский конгресс такой вот. Суть его сводилась к тому, чтобы знакомьтесь, зарабатывайте, двигайтесь вперед. И 150 женщин, это Центральная Европа и Восточная, были собраны. Это были знакомства, это были связи. Это была очень интересная беседа. А если говорить о загранице, это больше, наверное, опыт такой вот, больше, наверное, стажерский, да, обучающий опыт. За границей в выставках еще не участвовали. Мы участвовали в Ялтинской, как ассоциация в Ялтинской и как комплекс в Ялтинской выставке. К сожалению, для того, чтобы участвовать в выставках, нужно быть
а может быть, к радости туроператорам продавать нечто готовое, и это должно быть ну, определенным образом то, на чем ты зарабатываешь деньги, либо иметь громадный потенциал финансовый и целесообразность, потому что даже имея комплекс, целесообразность выставлять один комплекс ну, Вы не имеет амбициозная смысла. женщина, Диляра Ханум? Мне кажется внутренне, что нет, но на поверку каждый человек, который хочет состояться, он, наверное, амбициозен. Наверное, объективно, наверное, да. Может быть, тогда стоит поменять бизнес на политику? Вы знаете, если бы была... Вы знаете, дело в том, что очень многие из политики делают бизнес. Из бизнеса в политику может быть логичнее приходить, чем из бизнеса делать политику. Но каждый должен быть на своем месте. Скорее всего, Вам это интересно? мне это интересно в той степени, что когда-то и я, и многие из тех, с кем я работаю, выросли из инициативного движения, из каких-то очень чистых побуждений, но в какой-то момент мы поняли, что бизнесом честнее зарабатывать. Я не хочу сказать, что политика – это нечестное дело, но вот нам Ну, показалось, по-разному. В что... английском языке же есть politics и policy. Вот policy, например, в туристической политике можно работать. Ну да? да, Вы это было бы в активном интересно. контакте с людьми, которые делают эту туристическую политику в Крыму. Можно с сказать- Тимиргалиевым, с Лиевым. Ну да, вот здесь на Атерии я была и на каких-то таких вот в беседах с Тимиргалиевым и с Лиевым в том числе. Я думаю, что когда мы вошли, мы изобретали свой велосипед, но когда мы вошли на туристический рынок, нам посчастливилось, и мы совпали с американским проектом «Локальные инвестиции», и они посмотрели, говорят, слушайте, у вас так все здорово получается, а не сделать ли вам какую-то поддержку? Эта поддержка оказалась медиаподдержкой, и таким образом нам открыли Крым туристический, и нас открыли для туристического Крыма. И вот эти взаимодействия, Крым оказался очень маленьким, они познакомили и сблизили с очень многими людьми. Вот в туризме. сейчас все обсуждают, по-моему, статью National Geographic журнала, да, о том, что Крым попал в 2013 году в список из 20 объектов, которые мест на Земле, которые следует Стоит посетить. Я еще посетить, да. первоисточника сам не видел, Да, я тоже только слышала Facebook об этом. обсуждения. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что это совершенно здорово. Я думаю, что это шанс. И внутри этого шанса шанс показать этнографию Крыма. Увеличит ли это поток туристов в Украину? Увеличит, если Украина, к сожалению, вот с моей точки зрения, не очень разумно Украина движется. И Что неразумно? Ну, вы знаете, как бы вот шатание в политике из стороны в сторону, да, потом вольно или невольное зажимание бизнеса. И вот эти все факторы, они не радуют особо. Но если двигаться в направлении успеха, это очень здорово было бы. И это некий шанс, как вот Евро-2012, это был какой-то шанс, да, определенный, серьезный шанс узнать Украину. И может быть такой посыл, что стоит посетить Украину, это тоже шанс. Ну вот что вам мешает, например, для того, чтобы количество туристического потока увеличилось, да, в вашем же направлении? Я не знаю, отсутствие большого количества лоукостов самолетов или что вот вы назовете какие-то На причины? самом деле несколько. Одно – это наверняка использовать шанс, когда туристы могли бы более быстро добраться до Крыма. И А комфортно, вот я да. была, да, и комфортно. Я вот была в Польше, например, в Гданьске. Они говорят, да, здорово, но 2 часа ехать до Крыма, хоть он им доступен, он им дешевле значительно. 2 часа или двое И суток? Двое Двое суток, суток, да. извините. И 2 суток растрясать этот отдых, это слишком. Это никто сегодня Да. из европейских туристов не сделает. Да, это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, мешает в определенной степени отсутствие целенаправленной, мощной, активной рекламы. Рекламы Крыма внутри Украины и Украины внутри Европы. Вас кто-нибудь консультирует по созданию такого качественного продукта? Да, то есть это и фесты гастрономические, вот, я помню, даже, по-моему, 2-й год вы проводите, да? Мастер-классы, Создание- да. И мастер-классы, и создание, там, вы пекли самый большой чебурек. Кто консультирует вас? Откуда вообще такие идеи? И никто не консультирует, это наше Это внутреннее рождается понимание В мира. вашей И- голове? Ну, собственно, вот как управленец я часть одной большой команды. Как вот какие-то такие творческие вещи, это у меня уже есть команда, которую я сформировала. Это, наверное, наше мироощущение, мировидение, и не боязнь шагнуть с этим и показаться смешными. И успех оказался, в общем, Ну вот тут приятным. такой вопрос. У вас в меню нет даже обычного американо,
а есть мексикано. Удивительный маркетинг. Я удивлен. Это от Дилавера Мамутова из Фейсбука. Нет, мексикано у нас действительно нет, американо тоже нет. А у нас есть какие-то разновидности кофе. Весь кофе, который мы готовим в Кезлев Хавеса, так называется, одна из наших кофеин, у нас их 3, она находится в Крепостных воротах. Это кофе, который варится в джезве, в нашей традиционной крымско-татарской турочке. Джезве, да, более того, мы нашли мастера, который делает ее из меди, на заклепках. Мы только в них варим, они из меди, а внутри посеребренное олово. И психология нашего заведения – это кофе с пенкой, на котором мы рисуем медленный кофе. Но наш кофе отличается. У нас есть различные сорта кофе, где оно добывается, и различные методы его приготовления. У нас нет пепси-колы, но есть безалкогольное пиво. Как Да? выживаете в межсезонье? Или для вас это не вопрос? Для нас это вопрос, как для всех в Крыму. В межсезонье выживать на самом деле очень сложно. В этом году впервые мы, наверное, закроем Джеваль с декабря по апрель месяц, ибо мы... Кризис? Нет, не кризис, просто очень дорого содержать его электричество, тепло и так далее. С декабря по апрель, да? То Да. есть 4 А не месяца. отразится это на общем имидже? Подождите, Ли вот заведения? недавно отчитывался, что впервые мы увеличили сезон до 10 месяцев, и у нас теперь круглогодично здесь люди, и это значит неправда? Есть несколько факторов, которые мешают быть круглогодичным. Один из этих факторов, я думаю, что и Крым должен был задуматься о том, что должны быть какие-то преференции тем заведениям, которые работают в межсезонье, ибо действительно это расширяет рамки сезона и дает возможность В виде двигаться. сокращения налогов, например, или У какие нас, преференции? да, и сокращение налогов. Я не знаю, тут есть разные методы. Дело в том, что у нас нет спиртного. Это исключает корпоративы, дни рождения, свадьбы. И мы-то понимали все эти годы, что мы зарабатываем летом. Но, зимой мы выдерживаем. Но мы посчитали, степень дотации своего заведения настолько велика, впереди открытие отеля мы посчитали неразумным. Просто ради имиджа светить, блестеть, гореть. Ну, очень хотелось. Это очень печально, что мы закрылись. Но я думаю, что мы с большой радостью будем ждать в апреле. Если наших комплекс гостей. Оден Базар Хапуса можно, в принципе, с легкостью назвать успешным проектом, можно ли с такой же легкостью говорить о успешности ассоциации туристической? Вы знаете, о Дунбазар Хапысы, когда вот Осман сказал, с 2007 года это уже порядком, то ассоциация ей 2 года. Ассоциация – это некое объединение лиц, и мы попытались тут собрать ательеров, рестораторов. Среди нас есть и ваши визави, например, и Мехди Ислямов, да, он ювелир, Рустем Скибин. Мы попытались сделать ее разнопланово. То есть была идея собрать некий оркестр, где есть каждый инструмент. И я думаю, что это будет очень успешная Это ассоциация. пока набор Нужно время. инструментов, либо и уже играете что-то? Играем, и наша игра – это прошлый год выступление на Ялтинской ярмарке. Я думаю, что мы были достаточно ярки, потому что мы поломали стереотип. Это не была стойка, где продавалось Как что-то. это отразилось? Это был уголок такой. На участниках ассоциации. Пока это не особо отобразилось. Ну, во-первых, все узнали о том, что эта ассоциация существует. Все увидели, что она некое имеет форму, содержание. Мы делали в новостях репортажи о том, что вы будете предлагать пакет, в котором учтены интересы всех участников ассоциации. Туроператоры заинтересовались этими пакетами? Мы сделали рекламный тур, и мы провезли туроператоров и пишущие братья. Их оказалось больше, чем туроператоров. По этим объектам они просмотрели, сказали, вау, здорово, это здорово. Но для того, чтобы оно было успешным, нужно еще очень много усилий. Ну, я думаю, что одним из векторов успеха может быть то, что отменили визовый режим для Турции. И 2 потока. С одной стороны, это громадный Стамбул, где у нас с ними есть общая языковая среда, общая духовная среда. Могут поехать сюда, как просто из крупного города, отдыхают там, где чуть дешевле. С одной стороны. И с другой стороны, наши соотечественники, которые... Подтвердите ли, развейте, правда ли, что турецкий поток – это в основном секс-туризм? Я думаю, что таковым он был до недавнего времени. Просто я точно знаю, что вот к нам стали в этом году уже приехало, наверное, порядка 7-8 групп совершенно иных людей, совершенно другой направленности. Какой направленности? Без Очень секса. интеллигентные люди, как и американцы, путешествуют. Это люди больше преклонного возраста. И было несколько групп людей, у которых истоки отсюда. И была группа, которую туроператоры привезли, они у нас их кормили в ресторане. И когда я подсела за стол к людям, и начался такой разговор случайный совершенно, они сказали,
ой, как жалко. Я их просто потащила за руки на комплекс, и они сказали, ой, как жалко, если бы нам дали право выбора, мы бы не кушали, мы бы это время потратили, чтобы узнать что-то. И это было очень приятно. В мире подобный вид туризма, вот этнотуризм, исследовать интересен американцам, шведам, немцам в большей части, да? Вы как рассматриваете ли вот эти страны как ну, места, которые дадут в поток вашему направлению? Или все-таки Россия – это основной поток туристов? И даже для этнотуризма все-таки стратегия должна оставаться работа на восток? Вы знаете, по сути, я была в Америке, и они нас тогда, это было в 2002 году, они нас воспринимали примерно, ну, Мозамбик тоже неизведанное государство, можно бы туда съездить, и они и считали, и я присоединяюсь Вас к тому, обижают что... сравнение с Мозамбиком? Нет, меня не обижают. Они сказали, что чтобы быть успешным, хотя бы для начала достаточно две вещи: улыбка на устах и чистый туалет. Я думаю, что кто бы и как бы ни занимался туризмом, вот эти два фактора может взять себе во внимание, и это совершенно ничего не Тему стоит. туалетов никак не уйти, да, у нас эфира? Кстати, как с Американский туалетом? посол был у вас? Он- Можно выбрать, на какой вопрос Нет, посол отвечать. не был, но из посольства было достаточно много людей, и у нас было дважды деловых ужина, скажем, с людьми, которые приезжали из Америки инспектировать работу американских общественных организаций, которые работают в Крыму. И про туалет. А если говорить сектор Восток-Запад, то если быть прагматичным, да, это Россия, это, наверное, Казахстан. Идеально, если бы это был Китай. Ну, Турция, да, наверное. Китай, это, да? Ну, а почему? Это же громадный потенциал. Нет, Китай – это китайских туристов громадный сейчас много потенциал. везде. Ну, их, Я думаю, что если бы Крым целенаправленно мог бы быть представлен на пекинской ярмарке и привлечь и показать многообразие. Вот, кстати, и китайцев, их же не интересует море. Их интересует как раз и этнография. Почему? В том числе. Потому что вариантов моря достаточно, видимо, в более ближайшем рассмотрении. Но вот, а если говорить о Турции, России и Казахстане, совершенно реально. А противостоять китайской сувенирной продукции можно? Ну, Нужно или нет? Наверное, это то же самое, вот то, что пытаемся делать мы внутри ассоциации, делать популярным. То, что если у нас, посмотрите, у нас сколько много мастеров, но дело в том, что мастера боятся заниматься массовостью. Это ты уходишь в штампов, в некий кич. Если бы кто-то взялся и начал более серьезно этим заниматься, я думаю, это не за горами. Но магнитик же не может быть ручной работы, да? Тогда он будет стоить там 100 гривен. Ну, условно, Рустем Скибин делает магнитик из керамики. Нам сделали феодосийские ребята магнит нашего комплекса из керамики. Сколько стоит такой магнит? 25 гривен, он достаточно крупный. И я не могу сказать, что он бегом побежал, но А такие китайский с варианты надписью, возможны. например, там, от Все Донбазарха будет 5 гривен стоить, правильно? Ну да, точно. Он будет стоить дешевле, но если не двигаться в этом направлении, то можно завалиться всем китайским и стать условной провинцией Китая. Но вы не ну, согласитесь в заказывать в изделии. таком случае китайские Мы, во всяком магнитики? случае, у себя на комплексе и у себя в ювелирной, вот у нас есть сувенирная лавка, стараемся Китай не использовать. В этом году мы поставили ювелирную лавку. Это первое наше сотрудничество с ювелирным домом Дюльбер. Это изделия из серебра. Они достаточно высокопрофессиональны и доступны, допустим, среднему потребителю и потребителю чуть выше среднего. Ну и как раскупаются? Первый опыт оказался успешным. Как бы мы не ждали прям вала денег, он оказался успешным настолько, что, наверное, на следующий год внутри ворот будет ювелирная лавка. В первой части программы вы сказали о том, что не хватает рекламы и промоушена, да? Хотя мне кажется, все-таки комфортно и быстро добраться до Крыма – это главная проблема. Говоря о промоушене, кто должен заказывать такие рекламные кампании? Вот я недавно, по-моему, Тимир Галиев говорил о том, как это выглядит на каналах BBC, CNN, там Азербайджан себя промоутирует, Грузия. Кто, вы должны скинуться вместе с правительством или бизнес-ассоциации должны заказать такую рекламу для Крыма? За чьи деньги она будет проводиться? Это даже государственного уровня программа. То есть вы говорите, мы налоги и так платим, делайте, да? Ну вот понимаете, вот смотрите, это можно было бы сделать разнопланово. И если бы, скажем, такая компания была, а потом бы с миру по нитке добрали какую-то 10-ю нехватающую часть, это было бы вполне логично. Вот сейчас каждый город нуждается в указателях. Указатели, к сожалению, это редкость, а англоязычные того редкость. Ну как мы можем ждать иностранцев, если они не умеют читать на русском, а мы не можем показать, где что находится. Но если бы некая компания, вот сейчас вошел евросоюзовский проект, занялась бы целенаправленно указателями, а частному бизнесу
бизнесу сказали, что мы поставим указатели до ваших объектов, если они достойны, исторические и так далее, но вы будете 30% от этих указателей оплачивать и охранять эти указатели, это было бы очень здорово. Я думаю, что на это бизнес пошел бы. А насколько наш украинский бизнес готов лоббировать подобные вещи? Потому что американская система, она основана на том, что там промышленные группы, они сами инициируют какие-то подобные вещи в правительстве. Насколько готовы вы этим заниматься? Но дело в том, что мы же еще как бы, не обидно сказать, был недоразвитый капитализм. Мы наставим только у истоков, и у нас очень много правил, без игр, без правил, без То есть каких-то. мы не Мозамбик, но не Штаты. А мы точно не Мозамбик, но мы вряд ли когда будем штатами, скажем так. Но если бы государство могло разработать правила игры, то я думаю, что оно могло бы задействовать все, вот, весь этот потенциал и бизнеса в том числе. Бизнес уже пытается сформироваться, вот, в какие-то там бизнес-ассоциации, этноассоциации. И это уже гораздо легче разговаривать. Какие планы у туристической ассоциации? Ну вот сейчас будет отель. Подождите, это Ну, Одун это Базар Одун Базар Хапусы. Вот давай про Одун Базар Хапусу, про личные деньги, да? Будет отель. Вот какого уровня это будет отель? Сколько это будет звезд? Вы знаете, то применяют классификацию звездную, то ее отменяют, то она есть американская, Вы то она есть много видели личные европейская. отели для Да. Рахану. Вы можете себе представить, какого уровня это будет? мы Это будет бы- бутик-отель с... Это будет бутик-отель, как мы понимаем, ближе к 4 звездам, либо 4 звезды. Сколько будет сутки проживания в таком отеле? В обычном стандартном, например, дабле. Да, вот. Я думаю, $100 будет. То есть это будет для людей среднего, и там будет 3 VIP-номера, и Сколько один из номеров них с в целом? патио на крыше, они будут дороже. А сколько в общем будет номеров? Немного. Это будет 20 номеров, из которых 15 стандартов и люксы. Особенные услуги, которые будут отличать вас от других. Особенные услуги это Особенные. люди Особенные услуги будут, отеля. это будут люди заходить. И вот я, например, купила, мне удалось приобрести такой чемодан 1910 года, он из парусины, такой антикварный. Это будут какие-то милые антикварные вещи, которые будут приглашать в наш мир, какие-то, и это будут, например, кылымы по-татарски или кылымы по-украински, ручной работы из шерсти. Это будут полы в номерах из дерева, где можно будет походить и почувствовать. У нас вот 2 это минуты до дерево. конца эфира, но не могу не задать вопрос от коллеги по туристическому бизнесу Рудена Батала, который спрашивает, вот, что сделать с сервисом. Вы говорили о Ашбер, Мехашбер. С персоналом как работаете? Сами обучаете, подбираете, возите в Турцию на тренинги? Что вообще с этим делать глобально? На самом деле это очень серьезно. Это очень серьезно тренировать, набирать заранее. Дело в том, что сезонность накладывает особый отпечаток. Ты набрал, ты выучил человека, ты его довел до какого-то уровня, он уходит, этот студент, и он вернется к тебе на следующий год или нет. Это вопрос условно, да, а потом набор новых. Но это очень серьезный фактор. Я думаю, что он недооценен многими, из крымских татар в том числе, и что этому надо уделять. Мы сами посещаем тренинги, мы начинаем делать набор с марта месяца, мы проводим тренинги с тем, кого мы набираем и так далее, и так далее. Я просто вернулась, на секундочку хотела вернуться к тому, что ассоциация, и хотела сказать, что конечная цель просто сказать всем, что давайте объединяться, давайте учить друг друга и делать Крым лучше, чтобы кто-то, кто не занимался этим, начал заниматься этим сегодня и смог хотя бы заработать на обучение своего ребенка и дальше А двигаться. ваши Это дети будут успешно. продолжать? А? Ваши дети будут продолжать? Ну, один из 3, у меня 3 сына, один из 3 точно будет в этом направлении. Сау у нас это была Диляра Ханум Якубова, директор Одун Базар Хапусу, уникального центра в Кизлеве, которая в следующем году... Предлагать улыбку вместо еды. В следующем году открывает отель, но в этом году впервые закрывает Живаль до апреля месяца. До следующей среды. Курышкенджи.